Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Республике Коми Ольга Савастьянова посетила с рабочим визитом Сосногорск. В нашем городе Ольга Викторовна провела встречу с активом общественных организаций, членами общественного совета, депутатами советов города и района, руководителями предприятий и учреждений, а также пообщалась с работниками здравоохранения. В этом году Общероссийскому народному фронту исполнится 5 лет. Как отметила Ольга Савастьянова, работа членами движения проводилась и проводится огромная. Основная задача фронтовиков – контроль за исполнением указов и поручений президента на местах. При этом в первую очередь важен непосредственный контакт с населением. Ведь именно так можно узнать всю правду о работе чиновников и государственных учреждений. Такие встречи дают возможность получить объективную информацию, понять, какие проблемы волнуют людей, как исполняются эти указы, что у нас не срабатывает, почему не срабатывает. И что для нас очень важно, задуматься и определиться для себя, что дополнительно нужно, чтобы это исполнение было качественным. На встрече с депутатами и общественниками Сосногорского района Ольга Савастьянова рассказала об основных направлениях деятельности Общероссийского народного фронта. В Республике Коми это поддержка местных производителей и жителей села. В деревне, в селе люди хотят работать, хотят зарабатывать, хотят своим трудом прокормить семью, а не сидеть на пособии по безработице или на пенсии. И проблемы, которые сегодня наше законодательство, будем говорить, что по сертификатам, по сдаче продукции, сельхозпродукции, картофель, мясо, это сегодня сильно обсуждается. И думаю, что, наверное, на этой встрече я услышал, что не только люди сегодня волнуются за это, но и руководство нашей республики, страны, да, оно знает про это, и я думаю, что, наверное, будет какие-то перемены. Также Ольга Савастьянова ответила на вопросы участников встречи. Спрашивали о развитии образования, сельских территорий и местного самоуправления. Я думаю, что Ольга Викторовна, те вопросы, которые были нами заданы, думаю, что нас должны услышать. Впечатление хорошее в том смысле, что работа ведется, людей слышат. И я думаю, по программе, по отчету, которая информация была предоставлена для нас, для присутствующих в зале, что все-таки этот орган существует и действенен. Кроме того, Ольга Савастьянова встретилась и с персоналом Сосногорской центральной районной больницы. Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Республике Коми отметила, что каждый год для общественного движения связан с той или иной отраслью. 2015 был посвящен здравоохранению. Ольга Викторовна рассказала сосногорским врачам лишь о некоторых положительных результатах работы общественного движения. Помимо решения конкретных вопросов, которые этот форум дал, допустим, по программе «Земский доктор», мы добились того, что сейчас участие в ней могут принимать не только врачи до 35 лет, а до 50. И увеличили финансирование на 60% самой этой программы. Увеличили финансирование на скорой медицинской помощи. Договорились о том, чтобы полностью пересмотрели все нормативы и по бригадам скорой помощи, и по оснащенности. Даны ряд очень серьезных поручений, все, что касается системы лекарственного обеспечения, вопросы подготовки кадров, обеспечения врачей служебным жильем и так далее. Работники Центральной районной больницы также имели возможность задать вопросы Ольге Савастьяновой. Почти все обращения были связаны с профессиональной деятельностью участников встречи. Это обеспечение больниц аппаратурой и кадрами, а также возможные изменения в социальной политике государства. Андрей Калиничев, Павел Щеглов, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорске прошли республиканские соревнования по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа «Весенний помост-2016». В клубе единоборств «Гладиатор» собрались одни из сильнейших людей региона для того, чтобы в очередной раз доказать, что человеческие возможности практически безграничны. На «Весенний помост» вышли спортсмены из Сыктывкара, Ухты, Усинска, Троицко-Печорска, Вуктыла, Воркуты и Сосногорска. Всего 55 человек. Среди участников турнира как мастера спорта международного класса, так и начинающие пауэрлифтеры. Организовано все очень хорошо, судят нормально. Приятно смотреть на спортсменов, что они готовы.
и участвовать в этих соревнованиях. Я участвую в первый раз, для меня первый турнир. Конечно, не буду занимать такие основные места, но постараюсь занять максимально. Как отмечают организаторы турнира, соревнования подобного уровня уже около 10 лет не проводились ни в Ухте, ни в Сосногорске. Однако именно с руководством нашего муниципалитета удалось наладить контакт и организовать столь масштабные состязания. Хорошее дело было забыто достаточно большой срок. А данный турнир организовывала фитнес-плаза, которая расположена в городе Ухта, совместно с администрацией города Сосногорска решили провести такой хороший турнир, который бы позволил молодым спортсменам и не только, и начинающим, и опытным показать себя для молодежи. Потому что в данном турнире участвуют 4 чемпиона мира действующих на сегодняшний день. 3 мастера спорта международного класса, много мастеров спорта. Те, которые не имеют возможности проводить, соревноваться по каким-то своим причинам, в других городах, районах, странах, участвуют в других больших и всероссийских, и международных турнирах. Соревновались спортсмены различных весовых категорий, как мужчины, так и женщины. Среди представительниц прекрасного пола сильнейшей стала мастер спорта международного класса Екатерина Братусь. Есть минусы, а так, в принципе, неплохо. Народу, я думаю, что выступающих человек достаточно много. Если этот турнир будет проводиться дальше, я думаю, с каждым годом будет все больше и больше людей выступать. Среди мужчин абсолютным чемпионом стал Александр Васев, которому покорился вес 320 килограммов. Организаторы большие молодцы, просто умницы. Я приехал, я заявился за 5 дней, я готовился, 3 тренировки сделал всего. А люди заморочились, привезли нас, показали нам дорогу, поселили нас, причем бесплатно. Я был просто в шоке, причем неплохой, в отличной квартире. Я просто, я ездил на чемпионаты мира, на Россию, на Европу, я не видел такого никогда. У меня денег, пошел вон. Я в шоке был, на самом деле. Мне очень нравится организация, и я давно не выступал именно в Троеборе. Поэтому я очень рад видеть своих друзей с Ухты, с Сосногорска, с Сыктывкара, с каких там еще есть мест, Троицка, Печорска. И как будто я снова попал в нашу, скажем, маленькую семью железного спорта. Очень приятно здесь находиться. И спасибо большое организаторам за такие соревнования. Еще раз приеду, если будут проводиться такие соревнования. Для многих участников весенний помост стал первым турниром такого уровня, а также наглядной демонстрацией того, каких успехов можно добиться в результате упорных тренировок. Андрей Калиничев, Павел Щеглов, Вести Тимана, Сосногорск.